Мой возлюбленный сын, в суете повседневной жизни и постоянном беспокойстве, с которым мы сталкиваемся, легко забыть ту огромную силу, которую Божье послание имеет в нашей жизни. Библия – это не просто собрание древних писаний, это живой источник, способный полностью изменить наше существо и окружающую реальность. Вот почему я приглашаю вас погрузиться в эти истины и узнать, как Божье послание может невообразимым образом изменить вашу жизнь. Подтверди, Господи, слова Твои, светильник ноге моей и свет стезе моей. На протяжении веков мужчины и женщины в Божьем послании находили утешение во времена боли, руководство во времена неопределенности и мужество во времена страха. Независимо от обстоятельств, Библия всегда дает ответы и пути. Сегодняшний день ничем не отличается. С какими бы трудностями или сомнениями вы ни столкнулись, знайте, что в Библии есть слово, которое имеет непосредственное отношение к вашей ситуации. Я провозглашаю Твою истину, а Боже – это мой щит. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы каждое решение, каждое действие и каждое произнесенное вами слово основывалось на библейских принципах. Представьте себе, насколько другим было бы общество, если бы мы все практиковали любовь, прощение и справедливость, которым учит Божье послание. Это мощная трансформация, которая начинается с отдельного человека и распространяется по всему обществу. Мы часто сталкиваемся с проблемами, которые, кажется, невозможно преодолеть. В такие моменты Библия напоминает нам о таких фигурах, как Давид, который противостоял Голиафу только верой и рогаткой. Эти истории не просто истории из прошлого, а живые примеры того, чего может достичь вера в Бога и Его Слово. Они являются свидетельствами преобразующей силы веры, которую каждый из нас все еще может ощутить сегодня. Напиши это, Господь. Укрепи мою веру, чтобы противостоять гигантам моей жизни. Когда мы говорим о преобразовании посредством Слова Божьего, мы имеем в виду не только внешние изменения, но прежде всего внутреннюю трансформацию, которую оно вызывает. Слово показывает нам наши ошибки, очищает нас и преобразовывает нас по образу Христа. Это самая глубокая и самая продолжительная работа, которую Он совершает в нас, изменение изнутри наружу, которое затрагивает все аспекты нашей жизни. Я приглашаю вас задуматься, как Слово Божье повлияло на вашу жизнь. Это был компас или книга, к которой вы редко обращались. Более того, как вы можете начать сегодня более интенсивно осуществлять эту трансформацию внутри себя. Подтверди свое слово, Господь. Очищай и обновляй мое сердце каждый день. Божье послание обладает силой удивительным образом изменить жизнь. Если это послание тронуло ваше сердце, обязательно поставьте сегодня лайк. Поделитесь этим видео со своими близкими и подпишитесь на канал, чтобы получать более мощные размышления о вечной истине. Продолжая исследовать преобразующую силу Слова Божьего, важно осознавать, что преобразование – это непрерывный процесс. Как писатель, страстно стремящийся внушать веру в каждую строчку, я понимаю, что чтение Библии – это не одноразовое мероприятие, а привычка, которую необходимо культивировать и которая изо дня в день формирует нашу жизнь. Задумайтесь на мгновение, какой была бы ваша жизнь, если бы вы каждый день проводили время, размышляя над словами священных писаний. Укажи мне, Господи, и наставь меня на стези правды Твоей.
Благодарность – это ключ к жизни, наполненной радостью и внутренним миром. Узнайте, как развивать эту мощную практику каждый день с помощью журнала благодарности, вдохновляющего руководства, которое поможет вам сосредоточиться на благословениях даже в самые трудные времена. Не упустите эту возможность изменить свою точку зрения. Ссылка на его получение находится в комментариях ниже. Слово Божие, как заявляет послание к евреям, живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа. Слова Библии обладают силой изменять не только внешние обстоятельства, но также сердце и умы, приводя нас к более глубокому пониманию того, кто мы есть и какова наша цель согласно сердцу Бога. Обсудите свою благодарность. Способы применения слова Божьего в повседневной практике широки и разнообразны. Например, когда вы принимаете этические решения на работе, вы можете использовать библейские принципы честности и справедливости. При разрешении семейных конфликтов Библия предлагает мудрость о прощении и примирении. Эти практические применения превращают теорию в действие, а веру в живую жизнь. На этом этапе важно заняться личным размышлением. Испытали ли вы преобразующую силу Слова Божьего, которая существенно изменила что-то в вашей жизни? Если да, то как вы можете свидетельствовать, чтобы ободрить других? Если нет, то какие области вашей жизни вам нужно больше открыть для этой трансформации? Комментарий ниже. Эта медитация не только помогает нам лучше понять влияние слова на нашу жизнь, но также помогает нам делиться этой истиной с другими, расширяя Царство Божие здесь, на земле, через наше живое свидетельство. «Напиши слово Твое, Господи, есть пища, питающая душу мою». Путь веры полон испытаний, но Слово Божие – наш неиссякаемый источник силы. Руководство, покажите свою поддержку сегодня. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им со своим сообществом и подпишитесь на канал, чтобы мы могли вместе продолжить этот просвещенный путь. Семья, несомненно, является одним из фундаментальных и неустойчивых институтов, предопределенных человечеству испокон веков. Бог сделал нас ядром общества. Именно в семье мы усваиваем первые уроки любви, уважения, морали и веры. Эти факты подчеркивают важность укрепления наших семейных уз и побуждают нас задуматься о том, как психическое и эмоциональное здоровье нашей семьи напрямую влияет на все аспекты нашей жизни. Подтверди, Боже, что Твоей благодати достаточно для меня. Когда мы позволяем Слову войти в наше сердце, оно формирует нас по образу Христа. Если это сообщение находит отклик у вас, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им со своими близкими и подписаться здесь, чтобы получать больше учений, меняющих жизнь. В семье мы находим убежище, место, где нас принимают и любят безоговорочно. Подумайте о положительном влиянии дома, где Слово Божье читается и открыто обсуждается, формируя основу для всех решений и взаимодействий. Представьте себе, как такая среда может укрепить каждого члена и подготовить его к встрече с миром с верой и уверенностью. Однако сегодня многие семьи сталкиваются с проблемами, которые, похоже, подрывают эти основы. От разногласий и конфликтов поколений до внешнего давления современного общества. В этом смысле письмо предлагает богатый источник мудрости и руководства. Такие стихи, как «Почитайте отца вашего и мать вашу» и «Любите друг друга»
как я возлюбил вас» – это не просто совет, это заповеди, которые представляют собой образ жизни и благочестивые отношения внутри семьи. Он воззвал: «Слова Твои, свет пути моему, Господи». Мы сталкиваемся с проблемой применения этих учений в нашей семейной среде, будь то терпимость к ошибкам других, прощение ошибок или поощрение. Каждое действие, руководимое Словом Божьим, может восстановить и укрепить семейные отношения. Важно помнить, что эти акты любви и милосердия являются отражением благодати, которую предлагает нам Бог. Поэтому я предлагаю вам активно подумать, какие изменения вы можете внести в свой дом сегодня, чтобы создать более мощную среду с помощью слова Божьего. Оно может начаться с простого семейного посвящения, открытого обсуждения определенного стиха или даже разрешения древнего конфликта в свете библейских принципов. Такие действия могут привести к глубоким изменениям в семейной среде и распространить мир и единство. Господи, обновляй мою веру каждый день. Служение – одно из благороднейших проявлений христианской любви. Библия полна призывов к служению, показывая нам, что, выбирая служить другим, мы на самом деле служим Христу. Этот акт даяния приносит пользу не только тем, кто получает, но и преображает тех, кто служит, укрепляет характер и укрепляет дух. Христос, как наш величайший пример, пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить, показав образец, к которому все мы, как Его последователи, должны стремиться. Служение помогает построить более сильные и сплоченные сообщества. Через служение мы создаем узы понимания и сочувствия и преодолеваем социальные, экономические и культурные барьеры. В служении мы находим общий язык, любовь, которая является сутью христианского послания. Эта любовь, проявленная в практических действиях, способна исцелить раны и восстановить надежду. Я заявляю: Боже, используй меня как инструмент Твоего мира и любви в мире. Божье послание напоминает нам о Его бесконечной любви и обильной благодати. Если эта мысль согревает ваше сердце, покажите свою любовь. Или поставьте лайк, поделитесь с близкими и подпишитесь на канал, чтобы сохранить нас в вере. Хотите ли вы наслаждаться жизнью, которая действительно изобилует во всех отношениях? Тогда пришло время осознать силу благодарности. Журнал благодарности – это гораздо больше, чем просто блокнот. Это ворота в путь самореализации, в котором вы научитесь ежедневно праздновать бесчисленные благословения, которые вас окружают. Практикуя благодарность, вы привлечете бесконечные потоки здоровья, богатства и истинной радости. Не теряйте больше времени, перейдите по ссылке в комментариях ниже. Рассматривая возможности служения вокруг нас, мы понимаем, что нет недостатка в способах претворить это призвание в жизнь. Это может быть так же просто, как сказать слово поддержки или принять участие в регулярной волонтерской работе. Важно то, что мы начали и были последовательны в своем желании служить. Комментарий: «Достоин ты всякой чести и всякой славы, Боже». Наконец, сервис – это не просто работа, это образ жизни. Когда мы принимаем мышление слуги, мы всегда внимательны к нуждам окружающих и готовы действовать. Иисус учил нас, что величайший в Царстве Небесном есть слуга всех. Итак, выбирая жизнь служения, мы выбираем путь к истинному величию. Как вы можете намеренно включить служение в свою повседневную жизнь?
Какие шаги вы можете предпринять, чтобы быть более чуткими к нуждам окружающих вас людей и отвечать им с добротой и состраданием, которые проявил Иисус? Вера в этот путь глубоко преобразует нас, побуждая нас жить не только для себя, но и для других. Окончательный суд имеет основополагающее значение для христианской веры и отражает божественную справедливость Бога. Это будущее событие, как описано в Священных Писаниях, это время, когда всех людей будут судить по их поступкам и сердцам в течение их земной жизни. Эта тема вселяет страх и надежду, поскольку, предвещая исправление всех ошибок, она также обещает вечную награду тем, кто жил согласно божественным принципам. Размышление над окончательным судом побуждает нас более внимательно изучить свою жизнь. Это возможность оценить, живем ли мы по заповедям Божьим и учению Христа. Такое испытание совести должно привести нас не к отчаянию, а к активному покаянию и постоянным изменениям в нашей жизни. Роль божественной благодати имеет решающее значение в контексте окончательного суда. Хотя мы призваны жить праведной и святой жизнью, мы спасены Божьей благодатью через веру в Иисуса Христа. Эта истина предлагает нам утешение и безопасность, потому что мы знаем, что наше спасение зависит не только от наших усилий, но и от Божьей благодати. Священные книги – неисчерпаемая сокровищница божественной мудрости. Почтите этот дар сегодня, наслаждайтесь этим видео, поделитесь этим богатством со своими соседями и подпишитесь здесь, чтобы получать более ценные учения о Слове Божьем. Помимо веры, окончательный вердикт – это призыв к действию. Мы должны искать справедливости, любить милосердие и смиренно ходить перед нашим Богом. Как говорит пророк Михей, каждый выбор, который мы делаем сегодня, будет отражен в вечности. Нас призывают жить не только для себя, но и на благо других и во славу Божию. Покажите свою веру, введя число 777. Подход к концепции окончательного суда с библейской точки зрения побуждает нас выйти за рамки временных забот и сосредоточиться на том, что действительно вечно. Это также напоминание о том, что наша главная надежда не в этом мире, а в вечной жизни, обещанной всем, кто истинно любит Бога и служит Богу. Я приглашаю вас задуматься, как знание о окончательном судебном решении повлияло на ваш образ жизни. Есть ли области в вашей жизни, которые необходимо изменить или посвятить заново, чтобы соответствовать воле Бога? Как вы можете начать вносить эти изменения сегодня? Он заявляет: «Верой во Христа я более чем победитель». Перспектива окончательного суда также призывает нас быть носителями вести спасения. На нас лежит обязанность распространять благую весть об Иисусе Христе, единственном, кто может гарантировать нам и другим достойное положение перед Богом в последний день. Это служение с любовью нашему ближнему, и мы стремимся к активной евангелизации и служению, чтобы как можно больше людей узнали истину, которая делает нас свободными. Он утверждает: «Господи, сделай меня орудием Твоего мира и спасения». Более того, ожидание окончательного приговора должно вдохновлять нас на безупречное нравственное поведение. В мире, где часто царит несправедливость, христиане призваны быть примером честности и справедливости. Это не просто моральная заповедь, а ответ на божественную любовь, отражающий характер Христа в наших повседневных действиях. Он заявляет: «Богу все возможно». Важно помнить, что хотя окончательный суд –
и является обещанием справедливости, он также подчеркивает божественное милосердие. Бог предлагает каждому человеку возможность покаяния и примирения. Поэтому, готовясь к этому дню, мы также должны быть инструментами милосердия, прощая других, как Бог простил нас, и протягивая руку помощи нуждающимся. Живя с этой вечной перспективой, мы можем лучше противостоять проблемам настоящего с надеждой и стойкостью, зная, что каждое испытание временно и что наш истинный дом с Богом. Мы можем встретить жизнь с миром, превосходящим человеческое понимание. «Я доверяю планам Господа, потому что они совершенны», — заявляет Он. Хотите привлечь в свою жизнь больше изобилия, здоровья и процветания? Начните продвигать мощную практику благодарности, написав дневник благодарности. Исследования показывают, что благодарное сердце открывает двери для получения бесчисленных благословений. Каждая страница этого уникального журнала была тщательно разработана, чтобы напитать ваш разум позитивными мыслями и привлечь высокие энергии. Нажмите на ссылку в комментариях ниже и приготовьтесь к преобразующему путешествию к целостности. Перед лицом этой мысли о страшном суде нам не только напоминают о серьезности нашего духовного пути, но и воодушевляет уверенность в том, что наши усилия не были напрасными. Великая награда уготована тем, кто осознает свою ответственность перед Богом и решит жить по ценностям Царства Небесного. Страшный суд является мощным напоминанием о нашей ответственности как христиан и о надежде, которую мы имеем на Иисуса. Как можно лучше подготовиться к этому дню? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы укрепить свою веру и свидетельство? Истина Писания вечна, но ее применение ежедневно. Внесите свой вклад сегодня. Поставьте лайк этому сообщению, поделитесь этим светом со своим кругом и подпишитесь на канал, чтобы получить больше вдохновения для писательства. Помните и будьте благодарны. Боже, спасибо, что Ты никогда не покидал меня, даже в трудную минуту. Сила молитвы – одна из самых утешительных и глубоких истин, открытых в Библии. Молитва – это не просто произнесение слов или пролитие слез во времена отчаяния. Это прямое общение с Создателем Вселенной. Бог в своей бесконечной мудрости и любви приглашает нас войти в Его присутствие с открытым сердцем, чтобы разделить наши радости, печали, страхи и мечты. Через молитву мы укрепляем наши отношения с Ним и через эту связь получаем силу, утешение и направление для нашей жизни. Скажи: «Господи, с каждой молитвой я приближаюсь к Тебе». Молитва – это также признание того, что мы не властны над всем, но доверяемся тому, кто все контролирует. Когда мы предаемся практике молитвы, осознавая свою зависимость от Бога, мы открываем дверь Его воли для нашей жизни. Не как указ о капитуляции, а как акт веры и доверия. В моменты неопределенности молитва становится нашим компасом, который ведет нас к свету истины и надежды, который никогда не гаснет. Я заявляю: Твоя воля, Господь, мой путеводитель. Послание от Бога: сегодня, мой возлюбленный сын, среди суеты повседневной жизни и множества страхов, с которыми мы сталкиваемся, легко забыть ту огромную силу, которую Божье послание имеет в нашей жизни. Библия – это не просто собрание древних писаний, это живой источник, способный полностью изменить наше существо и окружающую реальность. Вот почему я приглашаю вас погрузиться в эти истины и узнать,
как Божье послание может невообразимым образом изменить вашу жизнь. Он утверждал: «Господи, Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». На протяжении веков мужчины и женщины в Божьем послании находили утешение во времена боли, руководство во времена неопределенности и мужество во времена страха. Независимо от обстоятельств, Библия всегда дает ответы и пути. Сегодняшний день ничем не отличается. С какими бы трудностями или сомнениями вы не столкнулись, знайте, что в Библии есть Слово, которое имеет непосредственное отношение к вашей ситуации. Я заявляю: Твоя истина, а Боже – мой щит. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы каждое решение, каждое действие и каждое произнесенное вами слово основывалось на библейских принципах. Представьте себе, насколько другим было бы общество, если бы мы все следовали этим принципам. В такие моменты Библия напоминает нам о таких фигурах, как Давид, который противостоял Голиафу только с верой и волной. Эти истории не просто истории из прошлого, а живые примеры того, чего может достичь вера в Бога и Его Слово. Они являются свидетельствами преобразующей силы веры, которую каждый из нас все еще может ощутить сегодня. Запишите это: «Господь, укрепи мою веру, чтобы противостоять гигантам в моей жизни». Когда мы говорим о преобразовании посредством Слова Божьего, мы имеем в виду не только внешние изменения, но прежде всего внутреннюю трансформацию, которую оно вызывает. Слово показывает нам наши ошибки, очищает нас и преобразовывает нас по образу Христа. Это самая глубокая и самая продолжительная работа, которую Он совершает в нас, изменение изнутри наружу, которое затрагивает все аспекты нашей жизни. Я приглашаю вас задуматься, как Слово Божье повлияло на вашу жизнь. Это был компас или книга, к которой вы редко обращались. Более того, как вы можете начать сегодня более интенсивно осуществлять эту трансформацию внутри себя. Утверждайте: «Твое Слово, Господь, очищает мое сердце и обновляет его каждый день». Божье послание обладает силой удивительным образом изменить жизнь. Если это сообщение сегодня тронуло ваше сердце, обязательно поставьте «Нравится» и поделитесь этим видео со своими близкими, а также подпишитесь на канал, чтобы получать более мощные размышления о вечной истине. Продолжая исследовать преобразующую силу Слова Божьего, важно осознавать, что преобразование – это непрерывный процесс. Как писатель, страстно стремящийся внушать веру в каждую строчку, я понимаю, что чтение Библии – это не одноразовое мероприятие, а привычка, которую необходимо культивировать и которая изо дня в день формирует нашу жизнь. Задумайтесь на мгновение, какой была бы ваша жизнь, если бы вы каждый день проводили время, размышляя над словами Библии. Я заявляю: «Господи, направь меня на пути праведности». Благодарность – это ключ к жизни, наполненной радостью и внутренним миром. Узнайте, как развивать эту мощную практику каждый день с помощью журнала благодарности, вдохновляющего руководства, которое поможет вам сосредоточиться на благословениях даже в самые трудные времена. Не упустите эту возможность изменить свою точку зрения. Ссылка на его получение находится в комментариях ниже. Слово Божие, как заявляет послание к евреям, живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа. Слова Библии обладают силой изменять не только внешние обстоятельства,
но также сердце и умы, приводя нас к более глубокому пониманию того, кто мы есть и какова наша цель согласно сердцу Бога. Выразите свою благодарность. Способы применения слова Божьего в повседневной практике широки и разнообразны. Например, когда вы принимаете этические решения на работе, вы можете использовать библейские принципы честности и справедливости. При разрешении семейных конфликтов Библия предлагает мудрость о прощении и примирении. Эти практические применения превращают теорию в действие, а веру в живую жизнь. На этом этапе важно задуматься лично, испытали ли вы преобразующую силу Слова Божьего, которая существенно изменила что-то в вашей жизни? Если да, то как вы можете свидетельствовать, чтобы ободрить других? Если нет, то какие области вашей жизни вам нужно больше открыть для этой трансформации? Комментарий ниже. Эта медитация не только помогает нам лучше понять влияние слова на нашу жизнь, но также помогает нам делиться этой истиной с другими, расширяя Царство Божие здесь, на земле, через наше живое свидетельство. Запиши: Слово Твое, Господи, есть пища души моей. Путь веры полон испытаний, но Слово Божие – наш неисчерпаемый источник силы и руководства. Проявите свою поддержку сегодня, поставьте лайк этому видео, поделитесь им со своим сообществом и подпишитесь на канал, чтобы мы могли вместе продолжить этот просвещенный путь. Семья, несомненно, является одним из самых основных и важнейших институтов человечества. С начала времен, которые Бог сделал сущностью общества, внутри семьи мы усваиваем первые учения о любви, уважении, морали и вере. Эти факты подчеркивают важность укрепления наших семейных уз и побуждают нас задуматься о психическом и эмоциональном здоровье нашей семьи, поскольку оно напрямую влияет на все аспекты нашей жизни. Он подтвердил: «О Боже, Твоей благодати достаточно для меня». Когда мы позволяем Слову войти в наше сердце, оно формирует нас по образу Христа. Если это сообщение находит отклик у вас, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им со своими близкими и подписаться здесь, чтобы получать больше учений, меняющих жизнь. В семье мы находим убежище, место, где нас принимают и любят безоговорочно. Подумайте о положительном влиянии дома, где Слово Божье читается и открыто обсуждается, формируя основу для всех решений и взаимодействий. Представьте себе, как такая среда может укрепить каждого члена и подготовить его к встрече с миром, с верой и уверенностью. Однако сегодня многие семьи сталкиваются с проблемами, которые, похоже, подрывают эти основы, от разногласий и конфликтов между поколениями до внешнего давления современного общества. В этом смысле письмо предлагает богатый источник мудрости и руководства. Такие стихи, как «Почитайте отца вашего и мать вашу, и любите друг друга, как я возлюбил вас», это не просто совет, это заповеди, которые представляют собой образ жизни и благочестивые отношения внутри семьи. Скажи: «Слово Твое – свет пути моему, Господи». Каждый день перед нами стоит задача применять эти учения в нашей семейной среде, будь то терпимость к ошибкам других, прощение ошибок или поощрение. Каждое действие, руководимое Словом Божьим, может восстановить и укрепить семейные отношения. Важно помнить, что эти акты любви и милосердия являются отражением благодати, которую предлагает нам Бог. Поэтому я предлагаю вам активно подумать, какие изменения вы можете внести в свой дом сегодня,
чтобы создать более мощную среду с помощью слова Божьего. Возможно, вы начнете с простого семейного посвящения, открытого обсуждения определенного отрывка или даже разрешения старого спора. Благодарность – это ключ к жизни, наполненной радостью и внутренним миром. Узнайте, как развивать эту мощную практику каждый день с помощью журнала благодарности, вдохновляющего руководства, которое поможет вам сосредоточиться на благословениях даже в самые трудные моменты. Не упустите эту возможность изменить свою точку зрения. Ссылка на его получение находится в комментариях ниже. Слово Божие, как заявляет послание к евреям, живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа. Слова Библии обладают силой изменять не только внешние обстоятельства, но также сердце и умы, приводя нас к более глубокому пониманию того, кто мы есть и какова наша цель согласно сердцу Бога. Выразите свою благодарность. Способы применения слова Божьего в повседневной практике широки и разнообразны. Например, когда вы принимаете этические решения на работе, вы можете использовать библейские принципы честности и справедливости. При разрешении семейных конфликтов Библия предлагает мудрость о прощении и примирении. Эти практические применения превращают теорию в действие, а веру в живую жизнь. На этом этапе важно задуматься лично, испытали ли вы преобразующую силу слова Божьего, которая существенно изменила что-то в вашей жизни. Если да, то как вы можете поделиться этим, чтобы воодушевить других? Если нет, то какие области вашей жизни вам нужно больше открыть для этой трансформации? Комментарий ниже. Эта медитация не только помогает нам лучше понять влияние слова на нашу жизнь, но также помогает нам делиться этой истиной с другими, расширяя Царство Божие здесь, на земле, через наше живое свидетельство. Семья, несомненно, является одним из фундаментальных и неустойчивых институтов, предопределенных человечеству испокон веков. Бог сделал нас ядром общества. Именно в семье мы усваиваем первые уроки любви, уважения, морали и веры. Эти факты подчеркивают важность укрепления наших семейных уз и заставляют нас осознавать, что психическое и эмоциональное здоровье нашей семьи напрямую влияет на все аспекты нашей жизни. Подтверди: «Боже, Твоей благодати достаточно для меня». Когда мы позволяем Слову войти в наше сердце, оно формирует нас по образу Христа. Если это сообщение находит отклик у вас, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им со своими близкими и подписаться здесь, чтобы получать больше учений, меняющих жизнь. В семье мы находим убежище, место, где нас принимают и любят безоговорочно. Подумайте о положительном влиянии дома, где Слово Божие читается и открыто обсуждается, формируя основу для всех решений и взаимодействий. Представьте себе, как такая среда может укрепить каждого члена и подготовить его к встрече с миром с верой и уверенностью. Однако сегодня многие семьи сталкиваются с проблемами, которые, похоже, подрывают эти основы, от разногласий и конфликтов между поколениями до внешнего давления современного общества. В этом смысле письмо предлагает богатый источник мудрости и руководства. Такие стихи, как «Почитай отца твоего и мать твою» или «Дорогие друзья, будем любить друг друга» – это не просто советы, а заповеди, предполагающие благочестивый образ жизни и отношения внутри семьи. Скажи: «Слова Твои – свет на пути моем, Господи».
Каждый день перед нами стоит задача практиковать эти учения в нашей семейной среде, будь то терпимость к ошибкам других, прощение или поощрение. Каждое действие, руководимое Словом Божьим, может восстановить и укрепить семейные отношения. Важно помнить, что эти акты любви и милосердия являются отражением благодати, которую предлагает нам Бог. Поэтому я предлагаю вам активно подумать, какие изменения вы можете внести в свой дом сегодня, чтобы создать более мощную среду с помощью слова Божьего. Начните с простого семейного посвящения, открытого обсуждения конкретного стиха или даже разрешения старого спора в свете библейских принципов. Такие действия могут привести к глубоким изменениям в семейной среде и распространить мир и единство. Скажи: «Господи, обновляй мою веру каждый день». Служение – одно из благороднейших проявлений любви. Библия полна советов. Служа другим, мы показываем себе, что на самом деле служим Христу. Это так даяние приносит пользу не только тем, кто получает, но и преображает тех, кто служит, формируя их характер и укрепляя их дух. Христос, как наш величайший пример, пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. Он подает пример, к которому все мы, Его последователи, должны стремиться. Служение помогает построить более сильные и сплоченные сообщества. Через служение мы создаем узы понимания и сочувствия и преодолеваем социальные, экономические и культурные барьеры. В служении мы находим общий язык, любовь, которая является сутью христианского послания. Эта любовь, проявленная в практических действиях, способна исцелить раны и восстановить надежду. Господь, заявил Он, используй меня как инструмент Твоего мира и любви в мире. Божье послание напоминает нам о Его бесконечной любви и обильной благодати. Если эта мысль согревает ваше сердце, покажите свою любовь, поставив лайк, поделитесь ею со своими близкими и подпишитесь на канал, чтобы сохранить нас в вере. Хотите ли вы наслаждаться жизнью, которая действительно изобилует во всех отношениях? Тогда пришло время осознать силу благодарности. Журнал благодарности – это гораздо больше, чем просто блокнот. Это ворота в путь самореализации, в котором вы научитесь ежедневно праздновать бесчисленные благословения, которые вас окружают. Практикуя благодарность, вы привлечете бесконечные потоки здоровья, богатства и истинной радости. Не теряйте больше времени, посмотрите ссылку в комментариях ниже. Рассматривая возможности служения вокруг нас, мы понимаем, что нет недостатка в способах претворить это призвание в жизнь. Это может быть так же просто, как сказать слово поддержки или принять участие в регулярной волонтерской работе. Важно то, что мы начали и были последовательны в своем желании служить. Комментарий: достоин ты всякой чести и всякой славы, Боже. Наконец, служение – это не просто действие, это образ жизни. Когда мы принимаем мышление слуги, мы всегда внимательны к нуждам окружающих и готовы действовать. Иисус учил нас, что величайший в Царстве Небесном есть слуга всех. Итак, выбирая жизнь служения, мы выбираем путь к истинному величию. Как вы можете намеренно включить служение в свою повседневную жизнь? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы быть более чуткими к нуждам окружающих вас людей и отвечать им с добротой и состраданием, которые проявлял Иисус? Вера в страшный суд имеет основополагающее значение для христианской веры,
и отражает божественную справедливость Бога. Это будущее событие, как описано в Священных Писаниях, это время, когда всех людей будут судить по их поступкам и сердцам в течение их земной жизни. Эта тема вселяет страх и надежду, поскольку, предвещая исправление всех ошибок, она также обещает вечную награду тем, кто жил согласно божественным принципам. «Я верю в планы Бога», — заявил он. Размышление над окончательным судом побуждает нас более внимательно изучить свою жизнь. Это возможность оценить, живем ли мы по заповедям Божьим и учению Христа. Такое испытание совести должно привести нас не к отчаянию, а к активному покаянию и постоянным изменениям в нашей жизни. Роль божественной благодати имеет решающее значение в контексте окончательного суда. Хотя мы призваны жить в праведности и святости, именно по благодати Божией, через веру в Иисуса Христа, мы спасаемся. Эта истина предлагает нам утешение и безопасность, потому что мы знаем, что наше спасение зависит не только от наших усилий, но и от Божьей благодати. Он написал: или «Господь, наполни мою жизнь мудростью». Священные Писания – это неисчерпаемая сокровищница божественной мудрости. Почтите этот дар сегодня. Наслаждайтесь этим видео, поделитесь этим богатством со своими соседями и подпишитесь здесь, чтобы получать более ценные учения о Божьем Слове принятия. Наряду с верой, страшный суд – это призыв к действию не только ради нас самих, но и ради блага других и во славу Божию. Проявите свою веру, написав 777. Концепция окончательного суда с библейской точки зрения побуждает нас смотреть дальше. Временные проблемы, которые действительно постоянны, а также напоминание о том, что наша надежда заключается в том, что финал не в этом мире, а в вечной жизни, обещанной всем, кого Бог любит и верно служит. Влияние страшного суда на ваш образ жизни. Ваша жизнь, которую необходимо изменить или заново посвятить. Как вы можете начать осуществлять эти изменения сегодня? Утверждает: верой во Христа я более чем победитель. Перспектива окончательного суда также призывает нас быть носителями вести спасения. Нам поручено с распространением благой вести об Иисусе Христе, единственном, кто может гарантировать наше вечное спасение. Для нас самих и для других правильное положение перед Богом в последний день – это любовное служение ближнему. Мы обязуемся заниматься евангелизацией и служением, чтобы как можно больше людей узнали истину, которая делает нас свободными, и мы утверждаем: «Господь, сделай меня орудием Твоего мира и спасения». Более того, ожидание окончательного приговора должно вдохновлять нас на безупречное нравственное поведение. В мире, где часто царит несправедливость, христиане призваны быть примером честности и справедливости. Это не просто моральная заповедь, а ответ на божественную любовь, отражающий характер Христа в наших повседневных действиях. Утверждение, что все возможно Богу, имеет важное значение. Давайте помнить, что хотя окончательный суд и является обещанием справедливости, он также подчеркивает божественное милосердие. Бог предлагает каждому человеку возможность покаяния и примирения. Поэтому, готовясь к этому дню, мы также должны быть инструментами милосердия, прощая других, как Бог простил нас, и протягивая руку помощи нуждающимся. Живя с этой вечной перспективой,
мы можем лучше противостоять трудностям настоящего с надеждой и стойкостью, зная, что все временно и что наш истинный дом с Богом. Мы можем встретить жизнь с миром, превосходящим человеческое понимание. Если доверяете, провозгласите: «Я доверяю планам Господа, ибо они совершенны». Хотите привлечь в свою жизнь больше изобилия, здоровья и процветания? Начните продвигать мощную практику благодарности, написав дневник благодарности. Исследования показывают, что благодарное сердце открывает двери для получения бесчисленных благословений. Каждая страница этого уникального журнала была тщательно разработана, чтобы напитать ваш разум позитивными мыслями и привлечь высокие энергии. Нажмите на ссылку в комментариях ниже и приготовьтесь к преобразующему путешествию к целостности. Перед лицом этой мысли о страшном суде нам не только напоминают о серьезности нашего духовного пути, но и воодушевляет уверенность в том, что наши усилия не были напрасными. Великая награда уготована тем, кто осознает свою ответственность перед Богом и решит жить по ценностям Царства Небесного. Страшный суд является мощным напоминанием о нашей ответственности как христиан и о надежде, которую мы имеем на Иисуса. Как можно лучше подготовиться к этому дню? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы укрепить свою веру и свидетельство? Истина Писания вечна, но ее применение ежедневно. Внесите свой вклад сегодня. Поставьте лайк этому сообщению, поделитесь этим светом со своим кругом и подпишитесь на канал, чтобы получить больше вдохновения для писательства. Помните и будьте благодарны. Боже, спасибо, что Ты никогда не подводил меня, даже в трудную минуту. Сила молитвы – одна из самых утешительных и глубоких истин, открытых в Библии. Молитва – это не просто произнесение слов или пролитие слез во времена отчаяния. Это прямое общение с Создателем Вселенной. Бог в своей бесконечной мудрости и любви приглашает нас войти в Его присутствие с открытым сердцем, чтобы разделить наши радости, печали, страхи и мечты. Через молитву мы укрепляем наши отношения с Ним и благодаря этому обязательству получаем силу, утешение и направление для нашей жизни. Скажи: «Господи, с каждой молитвой я приближаюсь к Тебе». Очень важно признать тот факт, что мы не можем контролировать все, но доверять тем, кто это делает. Когда мы предаемся практике молитвы, осознавая свою зависимость от Бога, мы открываем дверь Его воли для нашей жизни. Не как указ о капитуляции, а как акт веры и доверия. В моменты неопределенности молитва становится нашим компасом, ведущим нас к свету истины и надежды, который никогда не гаснет. «Твоя воля, Господь, мой проводник», — заявил он. Послание от Бога сегодня: дорогой сын, в суете повседневной жизни и постоянном беспокойстве, с которым мы сталкиваемся, легко забыть ту огромную силу, которую Божье послание имеет в нашей жизни. Библия – это не просто собрание старых книг. Святые книги, но живой источник, обладающий силой полностью преобразить наше существо и окружающую нас реальность. Поэтому я приглашаю вас погрузиться в эти истины и узнать, как Божье послание может невообразимым образом преобразить вашу жизнь. Господь, Ты – Слово, светильник ноге моей и свет стезе моей. На протяжении веков мужчины и женщины в Божьем послании находили утешение во времена боли, руководство во времена неопределенности и мужество во времена страха. Независимо от обстоятельств, Библия всегда дает ответы и пути.
Сегодняшний день ничем не отличается. С какими бы трудностями или сомнениями вы не столкнулись, знайте, что в Библии есть слово, которое имеет непосредственное отношение к вашей ситуации. «Боже, Твоя правда, мой щит», — заявил он. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы каждое решение, каждое действие и каждое произнесенное вами слово основывалось на библейских принципах. Представьте себе, насколько другим было бы общество, если бы мы все следовали этим принципам. Мощная трансформация начинается с отдельного человека и распространяется по всему обществу. Мы часто сталкиваемся с проблемами, которые, кажется, невозможно преодолеть. В такие моменты Библия напоминает нам о таких фигурах, как Давид, который противостоял Голиафу только верой и рогаткой. Эти истории не просто истории из прошлого, а живые примеры того, чего может достичь вера в Бога и Его Слово. Они являются свидетельствами преобразующей силы веры, которую каждый из нас все еще может ощутить сегодня. Запишите это: «Господь, укрепи мою веру, чтобы я мог встретиться с гигантами в своей жизни». Когда мы говорим о преобразовании посредством Слова Божьего, мы имеем в виду не только внешние изменения, но прежде всего внутреннюю трансформацию, которую оно вызывает. Слово показывает нам наши ошибки, очищает нас и преобразовывает нас по образу Христа. Это самая глубокая и самая продолжительная работа, которую Он совершает в нас, изменение изнутри наружу, которое затрагивает все аспекты нашей жизни. Я приглашаю вас задуматься, как Слово Божье повлияло на вашу жизнь. Это был компас или книга, к которой вы редко обращались. Более того, как вы можете начать сегодня более интенсивно осуществлять эту трансформацию внутри себя. Он подтвердил: «Твое слово, Господь, очищает мое сердце и обновляет его каждый день». Божье послание обладает силой удивительным образом изменить жизнь. Если это сообщение сегодня тронуло ваше сердце, обязательно поставьте «Нравится» и поделитесь этим видео со своими близкими, а также подпишитесь на канал, чтобы получать более мощные размышления о вечной истине. Продолжая исследовать преобразующую силу Слова Божьего, важно осознавать, что преобразование – это непрерывный процесс. Как писатель, страстно стремящийся внушать веру в каждую строчку, я понимаю, что чтение Библии – это не одноразовое мероприятие, а привычка, которую необходимо культивировать и которая изо дня в день формирует нашу жизнь. Задумайтесь на мгновение, какой была бы ваша жизнь, если бы вы каждый день проводили время, размышляя над словами священных писаний. «Господь, веди меня на стези Твоей праведности», — заявил он. Благодарность – это ключ к жизни, наполненной радостью и внутренним миром. Узнайте, как развивать эту мощную практику каждый день с помощью журнала благодарности, вдохновляющего руководства, которое поможет вам сосредоточиться на благословениях даже в самые трудные времена. Не упустите эту возможность изменить свою точку зрения. Ссылка на его получение находится в комментариях ниже. Слово Божие, как заявляет послание к евреям, живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа. Слова Библии обладают силой изменять не только внешние обстоятельства, но также сердце и умы, приводя нас к более глубокому пониманию того, кто мы есть и какова наша цель согласно сердцу Бога. Выразите свою благодарность. Способы применения Слова Божьего в повседневной практике широки и разнообразны.
Например, когда вы принимаете этические решения на работе, вы можете использовать библейские принципы честности и справедливости. При разрешении семейных конфликтов Библия предлагает мудрость о прощении и примирении. Эти практические применения превращают теорию в действие, а веру в живую жизнь. На этом этапе важно задуматься лично, испытали ли вы преобразующую силу Слова Божьего, которая существенно изменила что-то в вашей жизни. Если да, то как вы можете свидетельствовать, чтобы ободрить других? Если нет, то какие области вашей жизни вам нужно больше открыть для этой трансформации? Комментарий ниже. Эта медитация не только помогает нам лучше понять влияние слова на нашу жизнь, но также помогает нам делиться этой истиной с другими, расширяя Царство Божие здесь, на земле, через наше живое свидетельство. Запиши: «Слово Твое, Господи, есть пища души моей». Дорога. Вера полна испытаний, но Слово Божие – наш нескончаемый источник силы и руководства. Проявите свою поддержку сегодня, поставьте лайк этому видео, поделитесь им со своим сообществом и подпишитесь на канал, чтобы мы могли вместе продолжить этот просвещенный путь. Семья, несомненно, является одним из основных и первичных институтов человечества. С начала времен, которые Бог сделал сущностью общества, внутри семьи мы усваиваем первые учения о любви, уважении, морали и вере. Эти факты подчеркивают важность укрепления наших семейных уз и побуждают нас задуматься о том, как психическое и эмоциональное здоровье нашей семьи напрямую влияет на все аспекты нашей жизни. Он подтвердил: «А Боже, Твоей благодати достаточно для меня». Когда мы позволяем Слову войти в наше сердце, оно формирует нас по образу Христа. Если это сообщение находит отклик у вас, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им со своими близкими и подписаться здесь, чтобы получать больше учений, меняющих жизнь. В семье мы находим убежище, место, где нас принимают и любят безоговорочно. Подумайте о положительном влиянии дома, где Слово Божье читается и открыто обсуждается, формируя основу для всех решений и взаимодействий. Представьте себе, как такая среда может укрепить каждого члена и подготовить его к встрече с миром, с верой и уверенностью. Однако сегодня многие семьи сталкиваются с проблемами, которые, похоже, подрывают эти основы, от разногласий и конфликтов между поколениями до внешнего давления современного общества. В этом смысле письмо предлагает богатый источник мудрости и руководства. Такие стихи, как «Почитайте отца вашего и мать вашу, и любите друг друга, как я возлюбил вас», это не просто совет, это заповеди, которые представляют собой образ жизни и благочестивые отношения внутри семьи. Скажи: «Слово Твое – свет пути моему, Господи». Каждый день перед нами стоит задача практиковать эти учения в нашей семейной среде, будь то терпимость к ошибкам других, прощение ошибок или поощрение. Каждое действие, руководимое Словом Божьим, может восстановить и укрепить семейные отношения. Важно помнить, что эти акты любви и милосердия являются отражением благодати, которую предлагает нам Бог. Поэтому я предлагаю вам активно подумать, какие изменения вы можете внести в свой дом сегодня, чтобы создать более мощную среду с помощью Слова Божьего. Возможно, вы начнете с простого семейного посвящения, открытого обсуждения определенного отрывка или даже разрешения старого спора.
В свете библейских принципов такие действия могут привести к глубоким изменениям в семейной среде и распространить мир и единство. Скажите: «Господи, обновляй мою веру каждый день». Служение – одно из благороднейших проявлений христианской любви. Библия полна призывов к служению, показывая нам, что, выбирая служить другим, мы на самом деле служим Христу. Этот акт даяния приносит пользу не только тем, кто получает, но и преображает тех, кто служит, укрепляет характер и укрепляет дух. Христос, как наш величайший пример, пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить, показав образец, к которому все мы, как Его последователи, должны стремиться. Служение помогает построить более сильные сообщества, и посредством служения мы создаем узы понимания и сочувствия, а также преодолеваем социальные, экономические и культурные барьеры. В служении мы находим общий язык, любовь, которая является сутью христианского послания. Это любовь, проявленная в практических действиях, способна исцелить раны и восстановить надежду. Господь, заявил Он, используй меня как инструмент Твоего мира и любви в мире. Божье послание напоминает нам о Его бесконечной любви и обильной благодати. И если эта мысль согревает ваше сердце, покажите свою любовь, поставьте лайк, поделитесь ею с близкими и подпишитесь на канал, чтобы сохранить нас в вере. Хотите ли вы наслаждаться жизнью, которая действительно изобилует во всех отношениях? Тогда пришло время осознать силу благодарности. Журнал благодарности – это гораздо больше, чем просто блокнот. Это ворота в путь самореализации, в котором вы научитесь праздновать бесчисленные благословения, которые окружают вас ежедневно. Практикуя благодарность, вы привлечете бесконечные потоки здоровья, богатства и истинной радости. Не теряйте больше времени, перейдите по ссылке в комментариях ниже. Рассматривая возможности служения вокруг нас, мы понимаем, что нет недостатка в способах претворить это призвание в жизнь. Это может быть так же просто, как сказать слово поддержки или принять участие в регулярной волонтерской работе. Важно то, что мы начали и были последовательны в своем желании служить. Комментарий: достоин ты всякой чести и всякой славы, Боже. Наконец, сервис – это не просто работа, это образ жизни. Когда мы принимаем мышление слуги, мы всегда внимательны к нуждам окружающих и готовы действовать. Иисус учил нас, что величайший в Царстве Небесном есть слуга всех. Итак, выбирая жизнь служения, мы выбираем путь к истинному величию. Как вы можете намеренно включить служение в свою повседневную жизнь? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы быть более чуткими к нуждам окружающих вас людей и отвечать им с добротой и состраданием, которые проявлял Иисус? Вера в страшный суд имеет основополагающее значение для христианской веры и отражает божественную справедливость Бога. Это будущее событие, как оно описано в Библии, это время, когда всех людей будут судить по их поступкам и сердцам в течение их жизни на земле. Эта тема вселяет страх и надежду, поскольку, предвещая исправление всех ошибок, она также обещает вечную награду тем, кто жил согласно божественным принципам. «Я верю в планы Бога», – заявил он. Размышление над окончательным судом побуждает нас более внимательно изучить свою жизнь. Это возможность оценить, живем ли мы по заповедям Божьим и учению Христа. Такое испытание совести должно привести нас не к отчаянию,
а к активному покаянию и постоянным изменениям в нашей жизни. Роль божественной благодати имеет решающее значение в контексте окончательного суда. Хотя мы призваны жить праведной и святой жизнью, мы спасены Божьей благодатью через веру в Иисуса Христа. Эта истина предлагает нам утешение и безопасность, потому что мы знаем, что наше спасение зависит не только от наших усилий, но и от Божьей благодати. Напишите: «Господи, налей мудрость в мою жизнь». Библия – неисчерпаемое сокровище божественной мудрости. Почтите этот подарок сегодня. Наслаждайтесь этим видео, поделитесь этим богатством со своими соседями и подпишитесь здесь, чтобы получать более ценные учения о Слове Божьем. Помимо веры, окончательный вердикт – это призыв к действию. Мы должны искать справедливости, любить милосердие и смиренно ходить пред Богом нашим, как говорит пророк Михей. Каждый выбор, который мы делаем сегодня, отражается в вечности, поэтому нас побуждают жить не только для себя, но на благо других и во славу Божию. Покажите свою веру, написав 777. Подход к концепции окончательного суда с библейской точки зрения побуждает нас выйти за рамки временных забот и сосредоточиться на том, что действительно вечно. Это также напоминание о том, что наша главная надежда не в этом мире, а в вечной жизни, обещанной всем, кто истинно любит Бога и служит Богу. В такие моменты Библия напоминает нам о таких фигурах, как Давид, который противостоял Голиафу только верой и рогаткой. Эти истории не просто отчеты о прошлом, а живые примеры того, чего может достичь вера в Бога и Его Слово. Они являются свидетельствами преобразующей силы веры, которую каждый из нас все еще может ощутить сегодня. Запиши это: «Господь, укрепи мою веру, чтобы противостоять гигантам моей жизни». Когда мы говорим о преобразовании посредством Слова Божьего, мы имеем в виду не только внешние изменения, но прежде всего внутреннюю трансформацию, которую оно вызывает. Слово показывает нам наши ошибки, очищает нас и преобразовывает нас по образу Христа. Это самая глубокая и самая продолжительная работа, которую Он совершает в нас, изменение изнутри наружу, которое затрагивает все аспекты нашей жизни. Я приглашаю вас задуматься, как Слово Божье повлияло на вашу жизнь. Это был компас или книга, к которой вы редко обращались. Более того, как вы можете начать сегодня более интенсивно осуществлять эту трансформацию внутри себя. Подтверди слова Твои: «Господи, очищай и обновляй сердце мое каждый день». Мое присутствие, мое слово – это истина живая, сильная и вечная, и она наполнит вас уверенностью. Завтрашний день будет для тебя хорошим благодаря той силе, которую я тебе дам. Встань на ноги, даже если сегодня вечером я буду сражаться за тебя. Ветер уже в ваших руках. Носите храбрость, как щит, доверяйте, как меч, и позвольте моему слову осветить ваше путешествие. Поскольку моя любовь вечно бьется в твоем сердце, пусть ты всегда знаешь, что я борюсь за тебя, полностью посвященный твоей радости и успеху во мне, и что я ближе, чем твой следующий вздох. Ты мой драгоценный малыш, и я всегда буду рядом с тобой. Никогда не своди с меня глаз. Посреди наступающей тьмы я открываю чудеса одно за другим. Хотя эти проблемы временные, преимущества, которые я вам предоставляю, будут длиться вечно. Моя дорогая, ты всегда можешь довериться мне.
В глубине твоей тоски я слышу твое молчание, молящее о помощи. Мой дух всегда присутствует, даже когда ваше желание продолжать ослабевает. Если ваше доверие будет слабым, я удвою ваши жертвы, потому что я близок к тем, кто ищет меня. Узнайте, есть ли у вас возможность изменить свою ситуацию, а также силы любить себя несмотря ни на что. Здесь, рядом с моим сердцем, ты защищен от опасности. Никто и ничто на этой планете не может войти в наш порт. Я хочу быть твоей скалой, залечить твои раны, ослабить твои цепи и впитать твои слезы. Я вижу в вас многообещающий потенциал и хочу принести вам успех, чтобы вы могли рассчитывать на светлое будущее. Вас ждет бесконечное счастье, захватывающие амбиции и большой успех. Мое совершенное спокойствие защитит ваши мысли и эмоции, когда вы зациклитесь на этих словах, и я дам вам силы преодолеть любые трудности. Ты всегда найдешь во мне самое лучшее и умное решение, так что приди и прими мою любовь и помощь. Мое зрение превосходит то, что может видеть человеческий глаз, и я покажу вам чудеса, превосходящие ваше воображение. Я хочу видеть тебя расцветающим, сильным, радостным, здоровым и готовым приветствовать каждый новый день. Эти слова приходят к вам, потому что я дал вам мудрость. Теперь вы готовы. После взросления кажется, что дверь вот-вот откроется. Я не какой-то выдуманный бог, ты знаешь мою личность всякий раз, когда ты сталкивался с трудной ситуацией, именно мои теплые объятия помогали тебе выбраться. Любовь, которую я обнял, дала тебе новую жизнь. Твое настоящее всегда было ярче, даже если твоя история была непростой, с тех пор, как я в этом участвовал. Божье послание обладает силой удивительным образом изменить жизнь. Если это сообщение сегодня тронуло ваше сердце, обязательно поставьте «Нравится» и поделитесь этим видео со своими близкими, а также подпишитесь на канал, чтобы получать более мощные размышления о вечной истине. Продолжая исследовать преобразующую силу Слова Божьего, важно осознавать, что преобразование – это непрерывный процесс. Как писатель, страстно стремящийся внушать веру в каждую строчку, я осознаю, что чтение Библии – это не разовое мероприятие, а привычка, которую необходимо развивать и которая день за днем формирует нашу жизнь. Задумайтесь на мгновение, какой была бы ваша жизнь, если бы вы каждый день проводили время, размышляя над словами Библии. «Укажи мне, Господи, и наставь меня на стези правды Твоей». Благодарность – это ключ к жизни, наполненной радостью и внутренним миром. Узнайте, как развивать эту мощную практику каждый день с помощью журнала благодарности, вдохновляющего руководства, которое поможет вам сосредоточиться на благословениях даже в самые трудные моменты. Не упустите эту возможность изменить свою точку зрения, ссылка на его получение находится в комментариях ниже. Слово Божие, как заявляет послание к евреям, живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого и настолько пронзительно, что отделяет душу от духа. Слова Библии обладают силой изменять не только внешние обстоятельства, но также сердце и умы, приводя нас к более глубокому пониманию нашей веры.